В Москве в связи с нарастающим финансовым кризисом Центробанк России пикетировали клиенты коммерческих банков. Протестующие, взявшие ипотечные кредиты в иностранной валюте, заявляют, что из-за стремительного падения рубля их долги стали превышать стоимость самих квартир. Они требуют помощи государства в выплате долга. С начала этого года российский рубль по отношению к американскому доллару обесценился более чем на 70%. Впервые за 23 года в белградском аэропорту Николы Теслы приземлился самолет из Загреба, совершивший коммерческий рейс. Возобновление воздушного сообщения между столицами Сербии и Хорватии – еще один шаг на пути нормализации отношений между двумя странами, которые воевали друг с другом после распада Югославии в 1991 году. Сезонное воздушное сообщение между Белградом и прибрежными городами Хорватии действует уже несколько лет. В столице Афганистана, Кабуле, проходят курс лечения в больнице жертвы взрыва, устроенного смертником 11 декабря во время представления во французской школе. Среди раненых директор Афганского национального института музыки Ахмад Насир Сармаст. По словам полиции, один человек был убит и несколько получили ранения. В афганской северной провинции Баглан полиция заявила о ликвидации 2 лидеров экстремистской группировки Джундулох и об аресте еще 6 человек. По словам властей, аресты произведены в ходе военной операции в Баглане. Джундулох не координирует своих действий с талибами. В последнее время группировка взяла ответственность за ряд нападений на правительственные войска. Казахстан. В Алма-Ате прошла церемония памяти жертв кровавых столкновений между полицией и демонстрантами 3 года назад в городе Жанаозене на западе страны. В церемонии, организованной бизнесменами и гражданскими активистами, приняли участие журналисты и правозащитники. В ходе подавления полицией долгосрочных протестов рабочих нефтяников в Жанаозене погибли по меньшей мере 16 человек и более 100 получили ранения. Пакистан. Портовый город Карачи частично блокирован в ходе забастовки и протестов, организованных оппозиционной партией Терек-e-Инсаф, возглавляемой бывшим игроком в крикет Имраном Ханом. Партия Имрана Хана проводит антиправительственные протесты в течение нескольких месяцев. Оппозиционная партия утверждает, что нынешний премьер-министр Наваз Шариф пришел к власти в результате подтасовок на выборах в мае 2013 года. Имран Хан заявил, что его сторонники будут блокировать деятельность магазинов, предприятий и других учреждений в Пакистане, если правительство не учредит комитет по расследованию подтасовок в ходе выборов. Пакистан. Мусульмане-шииты в Пешаваре соблюдают траур в память о внуке пророка Мухаммеда, Хусейне, погибшем мученической смертью. Траур, носящий название Чехлум, соблюдается в течение 3 дней и завершится 13 декабря. Процессию скорбящих охраняют подразделения службы безопасности. В прошлом участники шиитских ритуалов в Пешаваре и других районах Пакистана подвергались атакам экстремистов.